3-4 района, которые сегодня, ну, вот это до Актанышского района, в том числе Актаныш, плохо занимается лейкозом. Проблема с лейкозом так и не решена. В прошлом году неблагополучными считались 17 районов. Силами ветеринаров половину поголовья смогли оздоровить. Сегодня ситуация вновь осложняется. В ряде районов заболеваемость выросла в среднем на 20%. Нежелание именно самого хозяина, хозяйства, именно бороться с данной болезнью. Это же подразумевает, что надо вот эту больную корову изъять с оборота и вместо него здоровую поголовью поставить. Работу по оздоровлению ополочных по лейкозу пунктов нужно усилить. Животноводство республики имеет молочные направления, поэтому вопрос оздоровления напрямую связан с качеством получаемой продукции и ее востребованностью на молочном рынке. Много хлопот сельчанам в прошлом году доставила африканская чума свиней. Было выявлено 11 очагов. Сейчас низкий уровень защиты от нее сразу у 6 хозяйств республики. Данные хозяйства находятся в Бавлинском, Бугульминском, Лениногорском, Нижнекамском и Сарманском районах. В прошлом году от инфекции пострадали сразу 7 районов. В зоне наблюдения находилась вся территория республики. В результате поголовье свиней в хозяйствах было снижено с 19 тысяч до 2700. Их собственники получили компенсации. Но если очаги появятся и в этом году, сделать это будет сложнее. Если они не соблюдали ветеринарные требования безопасности, то, соответственно, разработана методичка правительством Российской Федерации о том, что если, значит, не выполнены эти условия, то могут полностью выплатить или 50% только восполнить ущерб, принесенный за счет изъятия животных. Другая потенциальная опасность – птичий грипп. В прошлом году он миновал республику, несмотря на то, что в стране было 57 случаев. Но в Татарстан продолжают залетать дикие птицы, а это прямая угроза. По Волжье эта проблема регистрируется регулярно, поэтому просим также не снижать количество мониторинговых исследований. Глава Минсельхоза Марат Зябаров от имени правительства республики потребовал не снижать бдительность и по другим опасным заболеваниям. Учитывая напряженную эпизодическую ситуацию в Российской Федерации на территории приграничных с Россией регионов, Управление ветеринарии и Россельхознадзора также необходимо усилить контроль и по другим экономически значимым инфекциям. Это грипп птиц, ящур, заразный узелковый дерматит и бруцеллез. Республика занимает ведущие позиции по поставкам на российский рынок готовых продуктов. Большинство из них проходят тщательные проверки на качество и безопасность. Для совершенствования механизма 2023 Татарстанское управление ветеринарии объявило годом ветеринарно-санитарной экспертизы. Рамиль Шайбин, Алмаз Единов, ТНВ, Казань.